Өфө қаласында бынан 5 ел элек Башкортстан халык мәгарифе музейы оештырылган. Музей советы агзалары бүгенге алдынгы укытучылар һәм мәгариф ветерандары. Музейда оештырылган педагог бүлмәһендә без Рәсәй халык мәгарифе алдынгыһы Элиза Мөгафәр кызы Әхмәрова менән таныштык. Пионерский отряд борется за звание «Спутник семилетки». Это 6-й класс получил звание спутника семилетки. А для этого надо было активно участвовать в ленинских субботниках, собирать макулатуру, сдавать металлолом, тимуровское движение, да, біріншілікні көрсетуге керек, успевать без двоек. Вот этот класс получил звание спутника семилетки, а параллельных классов таких было 5, а 1 класс получил. Вот дух времени ведь, да? Вот памятью живу, такой день сельхозработников, да? А я приурочиваю к этому дню золотую осень. И вот мы говорим не только о природе. Газетлерден алабыз, трактористы, механизаторы, дояркаларны, про них рассказываем. Вот видите, у них вроде как дары осени, какие у них наряды сами они делают, да, короны из листьев, бусы из рябины, стихи рассказывают о героях социалистического труда. Мне кажется, каждое поколение живет так, как ему жизнь подсказывает, как время подсказывает. Если время на тебя не обращает внимания, ты живи по условиям времени. Заман сенге бақмаса, сен заманге бақ. Мына қазіргі балалар ақша білем в основном. Деньги – решающий фактор для многих. И вот в последнем моем выпуске это уже было заметно. Раньше были все одинаковые. А сейчас дети крутых, они отличаются. Одни приходят в бриллиантах, в самых модных прикидах, а другой одет очень скромно, более чем скромно. И как вы думаете, эти дети не чувствуют свою ущербность? За таких детей было обидно. Меня вот что больше всего мучает. Конфликт не между отцами и детьми, а вот искусственное размежевание. Крутые, как теперь говорят, да? Если бы это было бы честным трудом заработанное, может быть, не так было бы обидно. Не хочу я черной краской красить, но и учителя же хазар, повально сейчас детей направляют к репетиторам. Вы меня извините, это сегодняшние реалии. На кича меня родительница кильде. Было классное собрание. Классная учительница сказала, руководительница, ищите репетиторов по математике и по русскому языку. А школа для чего? Неге біз оқытқан елларына 60-шы, 70-шы, 80-шы жыл репетитор деген сөз бізде практикада жоқ еді? Мы постоянно были под контролем. Бізді РАНО келіп текшірі, министерство келіп текшірі, ГАРАНО келіп текшірі, фронтальная проверка была тұрғаны. Мен өзім фронтальная комиссияда бек көп кіна участвовала по линии министерства. 116-ю школу, 27-ю школу, бик көп мектеплерде өзім. Постоянно мы были под вниманием и работали на совесть. У вакытна репетитор деген сөз жоқ. На последние 8 лет репетиторство принимает широкий размах. Бик көп хазыр родители выражают недовольство, школа занимается поборами. Ремонт школы деген балалар. И меня бик көп директорларны обвиняют, классных руководителей. Выпускной экзаменда подарки все какие-то ждут. Откровенно называют, что им нужно купить. Кому-то холодильник, кому-то телевизор, кому-то сережки с бриллиантом. Это наши реалии, я не выдумываю. И если чей-то родитель может купить, может подарить, у него хорошие отметки. А если кто-то
не делает этого, искусственно отметки занижаются. Я просто не хочу вам называть ни школ, ни учителей, а они у меня эти факты есть. Даже занижаются. Занижаются даже. Наказывается. Наказывается. Бермеген киши. Әйе. Оған есекті көдейміп қалып болмайды. Это сейчас, это, знаете, общепринято было хазар. Прям, по-моему, даже соревнуются, кто больше это получит. Вот это коррупция, вот это мафия, вот это вот уже в школе начинается. На Кищага передаче, да, Познер именно на эту тему говорил, что начинается со школьной скамьи. И дальше больше взятки эти подарки, они очень портят людей. Отменили музеи, все было выброшено, военные кабинеты все были разгромлены. Такие были планшеты хорошие в школах. Зачем это? Патриотизм-то надо же воспитывать на каком-то примере же. Вот мы приехали в музей на Миус-фронте, на Донбассе. Зашли, и перед нами огромный портрет во весь рост Шаймуратов на коне. Рядом портрет Кусимова, дважды Героя Советского Союза, летчика Мусы Гореева, Мусы Гасиновича. Мы как будто прямо в Башкирию попали. И что было приятно, украинец был экскурсоводом, делая экскурсию, вот он рассказывает, вот с того окопа, вот, допустим, Рахматуллин Зайнулла, может быть, вот гранату бросил, столько танков подбил, называет башкирские имена, фамилии без единой ошибки. Это было очень приятно, вы понимаете? А они же труднопроизносимы некоторые. И ребята, вот наши здесь, наши башкиры здесь воевали под Сталинградом. Донецкой степи, потом Сталинград. Вот. Увозил я детей таких не очень дисциплинированных, а оттуда они возвращались подтянутыми. Вот совершенно вот на глазах дети менялись. Сжигали же эти наши планшеты, эти альбомы. Вы понимаете? А вот теперь уже взялись. И те школы, которые не поддались этому влиянию тлетворному, восстанавливают. Вот в Деме есть школа, где музей этой башкирской кавалерийской дивизии. Это же пример для подражания. А началась война с Чечней, послали наших детей на бойню, да, которые в руках никогда оружие не держали. А наши выпускники же по неделям выходили раньше на полевые учения. Их там учили гранаты метать, стрелять. Какие-то классы соревновались, какие-то были, ну, желания, попытки быть первым, знать все это. И в армии им пригодилось. И таких ребят, наверное, и во время дедовщины, наверное, не обижали, потому что они умели за себя постоять. А война в Чечне что показала? Послали детей, совершенно не знавших оружия, на мясорубку. Сейчас только фетиш деньги, баксы, доллары. Вот. Иномарки, чтобы были, чтобы в ресторанах время проводить, красиво жить. Чтобы космонавтам, а мы не дураки, какие трудности надо проходить, готовясь к космическому полету. За какую идею сейчас могут пойти? А? У нас сейчас с удовольствием за границу уезжают учиться, остаются за границей. А? Это же обидно. Значит, или наша система была такая неправильная, а я не считаю, что была. У меня застойные годы. Я не знаю, кто стоял, но образование у нас было самое прочное. Мы детям давали глубокие прочные знания. Элиза Мөғәфәр кызы күренекле дәүләт эшмәкәре Фатима Хамид кызы Мостафина менән якын аралашкан. Мәгариф министры менән ябай укытучы арасындагы эскерһеҙ дуҫлыҡ яҡты хәтирәләрҙә сағыла. Фатима Хамидовнаның яҡын әхирәтләренең береһе
күршеһе. Һоңғы көндәрендә бигрәк тә аның бауыр баскан, аның кайгыһында, хартылыгында уртаклашкан ут күршеһе, шулай бит? Мин монда еш киләм. Киләм иң элек Фатима Хамидовнага сәлам бирергә, преклонить голову, да. Ут күршесе 40 ел янәш күрше булып яшәдек. Эшләгән вакытымда мин бераз тартынайдым, уялайдым. Үземне бераз тыеп торырга ният итә идем. Соңгы 10-15 ел бик безнең мөнәсәбәтебез әйбәт булды. Күрешмәгән көнебез булмады. Менә Фатима апа үзе бик герметичный кеше. Бик сырын ачмый кешегә. Мин мактанырга могу, мин аның сердәше булдым. Зур эштә эшләде, бик тәҗрибәсе зур, бай кеше булса да, менә бер качан үзен эре тотмады. Достойно, скромно, достойно, очень уважительно. Мин аны шул яктан яратам. Урамда китеп барсак, сәлам бирмәгән кеше юк. Вот у меня впечатление, как будто я вся Уфа ее знает. И ул бүтән кешеләрне таный торган иде. Исеме белән улы булсын, яше булсын. Менә аның 80 еллыгы бик зур үтте бит инде, мотор үтте на высоком уровне. И вот меня потрясло. Сират булып тордылар, аның янына барып, тәбрикләү сүзен әйтергә. Сират итмей, шундый кеше күп иде. Вакыт сынкы була торган иде. И Фатима апа уже бүтүнсе белән хушлашып, сахнадан төшеп барганда, бер яшь кенә сулукай йөгереп барып, Фатима апа дип чакырып, кулына алтын балдак бирде, такты, үз кулы белән. Менә ди, Элиза ди, балдагы матур, әйбәт ди. Кем биргән шуны мин танымадым ди. Рәхмәт дип кенә әйттем ди. Ул бит инде сын күңелдә минем яныма йөгереп килеп шул бүләк иткән бит ди. Мин аны танымадым ди. Әйтәм, Фатима апа, значит, сезнең яхшылыгызны хатирәсендә тоткан икән. Мин әйтәм, Фатима апа, барыйк әле минем туганнарга, Үзбәкстанга. Ярый, бик тиз генә җавап бирде. Көннең буе әзерләнгән инде. Мин килеп алдым инде кич белән аны. Шул тиклем ашыккан, вагонга килгән идек. Аягымда тапочка. Шул тиклем булнават ситкән микән. Шуннан ярый, Әнвәр машина белән монда, Әнвәр йөгереп машина белән өенә барды да, 2 төрле аяк киемен китерде инде. Шул тиклем волноват ситкән микән, туфли киюче капаланып, тапочка белән чыккан. Шуннан юлда китеп баргач, Илес, мин син чакыргач барырга булдым да, мин анда таныйлармы, юкмы, Фатима апа, вы везде на своем месте. Шуннан минем туганнарымны бик яратты, туганнарым Фатима апаны яратты. Но юлда ул миңа беләсез нәрсә әйтте? Вот аның скромныйлыгы, скромный как вы? Баксалкы иде. Син мине кем булганымны сөйләмәде. Министр булганымны сөйләмәде. Ленин орденының барлыгын сөйләмәде. Мин туганымның бер той кебек зур нина барган идек. Бер 300 кунак булгандыр. Фатима апа мине тыеп торды, мине кемлегемне әйтмәде. Азак менә туганым сеңлем әйтә, нигә әйтмәдең миңа ди кунаклар алдында абруем күтәрелер бит, кем килгән Уфадан кунакка дип әйтсәң, әйтәм, менә было приказано молчать. Азак үзе дә үкенде. Орденлы костюмнарында алган үзе белән. Кимәде, такмады бер нәрсәсендә. Ябай гына Уфадан килгән бер әби генә булып утырды инде. Фатима апаның инесе Әнвәр Мустафин. Сугыш вакытында летчик булган, командир звена булган, орденоносец. Сугышның 2 айында уже ул боевое знамя, боевое красное знамя, орденом боевого красного знамени был награжден. Күп еллар Фатима апа аны кайда икәнлеген, кайда һәлак булганын эзләде. Бүген бик ярата иде аны бит. Детдомнарда бергә генә үскән. Бергә үскән, шуның өчен бит улына да Әнвәр исемен кушты бит ул. И Красный Крест аша
аның кайда һәлак булганын Фатыйма апа юллап белә. Шуннан Әнвәрнең однополчаннары 65 елдан башлап елда очрашалар День Победы. И Фатыйма апа бик еш барып торган. Еңгәү көненә 50 ел тулуга аңа шундый чакыру кагаз килгән. Барыр инде, хәлем юк ди. Фатыйма апа, мине алып барыгыз. Я вас как в остальную базу буду беречь. Сен барам ди. Шулай итеп мине алып барды ул. Новгородская область, крестцы. Бик әйбәт однополчане каршы алдылар. Фатыйма апаны да бик хөрмәт итәләр. Аны беләләр. Менә безнең руководитель, председатель Совета ветеранов Николай Сергеевич Мусатов. Фатыйма апага бик зур хөрмәт белән, ихтирам белән карый. Менә Фатыйма апа хәзер юк бит инде. Миңа эстафетаны бирде, мин елда барам. Барган сайын обязательно застолье үткәрәбез поминальный. И шунда не только об ушедших летчиках речь. Мусатов всегда вспоминает добрым словом крупного государственного деятеля, мудрую женщину Фатиму Хамидовну Мустафину. Все знают ее. Онда летчиклар хәзер барган сайын все кәме паралар, шир, последствия ранений. Күбесе киләлмимне, Украинадан киләлмиләр. Украина җибәрми ветераннарны на эти встречи. Белоруссиядан киләләр. Bütün Фатыйма апаны таный, белә. Мусатов әйтә, как поедете, поклонитесь могиле Фатымы Хамидовны. Что я делаю с большим уважением. Үзбәкстанда һәм Өфө қаласында 50 елдан артык укытучы булып эшләгән Элиза Мөгафәр кызы бүген дә укучылары, дуслары белән. Уның Халык мәгарифе музеенда алып барган эше яшь укытучылар өчен хабак, балалар белән кызыклы әңгәмәләр, өлкән укытучылар өчен таяныс. Мы же детей учили раньше, как думай о родине, а потом о себе. Вот такой у нас был настрой. И они все оправдали. Никто из них не остался на обочине. Все стали людьми, положение имеют, работают, дети, семьи. И они же ко мне с детьми приходят. Каждый раз юбилей отмечают. Меня зовут, я их к себе приглашаю. Вот такие контакты у меня с учениками, выпускниками 68-го года, 73-го, 74-го, 77-го. И вот так вот каждый выпуск оставляет след в душе. И я для них сейчас как бабушка. Дети их ко мне идут, мне это нравится. И я говорю, читайте книги. Вот сейчас же дети не читают, я говорю, посмотрите. У меня каждая книга, каждый том, каждая страница прочитана, поверьте, говорю этому. Все это мои любимые книги. Вот мне очень жаль, что сейчас советская литература не котируется из программы. Журбины, прекрасная же книга, фильмы же мы смотрим, много раз повторяют. А книги Германа «Дело, которому ты служишь», «Дорогой мой человек», это же замечательные книги о хороших людях, хороших специалистах, о хороших патриотах. А книги Бондарева, почему они сейчас должны быть в загоне? Книги Симонова «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются». Для меня это святая реликвия. И вот я всегда Паустовского люблю. Вы знаете, вот Паустовский, 8 томов его книг, каждая страница шедевр русского языка. У него нигде нет какого-нибудь негативного, какого-нибудь плохого слова. Он за чистоту русского языка и до нас ее донес. Но если бы дети это читали, но хотят такие повести, как «Телеграмма», «Снег»,
про лейтенанта Шмидта, «Блистающие облака», «Старик в потертой шинели» о Ленине, рассказ о простом человеке, как он, почему русский офицер русской армии стал потом пенсионером и каждую свою пенсию отдавал бедствующей семье. Это в 20-е годы, в 30-е годы, потому что он проникся идеями Ленина служить людям. Вот на таких книгах надо воспитывать добрые чувства. Этот писатели Некрасов сказал: «Сейте разумные, добрые, вечные». И вот я все свои 50 лет работы в школе старалась быть такой же. Мой отец был участником татаро-башкирской бригады по ликвидации басмачества. И когда с басмачами над ними победу одержали, отец мой вернулся в 24 году в Башкирию. Здесь была разруха. Голод, люди семьями вымирали. Он женился на моей маме и в 25 году вернулся в теплые края. Последний этап борьбы с басмачами был Фрунзе, в то время Пишпек назывался. И басмачи через Иссык-Куль отправились в Китай. И мой папа очень полюбил Пишпек. Вот такой городок, он как будто в котле сидит, кругом горы, лесами поросшие сосновыми, хвойными. И город такой небольшой, уютный. Он маму туда привез. И они зажили там. У меня родился братик в 28 году. Я родилась там в 30 году. Им очень нравилось. И зажили они там хорошо по сравнению в то время с голодной жизнью здесь, холодной. И мама проведать приехала ее сестра. С мужем тоже. Им понравилось. Сестра мамина потом погостила, уехала в Андижан, в Узбекистан, к своей подруге. И моей маме написала: а здесь еще теплее, фруктов еще больше. Вы представляете? В то время, говорит, гусь стоил рубль во Фрунзе, в Пишпеке. А думбалы кой, вот овца с хвостом, не хвостом там, а с такими жирными, как они назывались-то по-русски, овцы такие. Они стоили 3 рубля. Какая жизнь была, да? А здесь, в Узбекистане, говорит, еще дешевле фрукты, их много, еще теплее. И уговорил: давайте приезжайте, будем вместе жить, как-то вдали от родины. Ну вот мама моя, папа уговорила, из Пишпека переехали в Андижан. Андижан направил папу на работу заместителем директора Пахтабадской нефтебазы. И он там работал до самого ухода в армию. Отец мой участник Первой мировой войны, гражданской войны. И в день моего рождения, 2 ноября 1941 году, был призван в ряды РКК, Рабоче-крестьянской Красной Армии. Вот мы его проводили, переписывались некоторое время. Последнее письмо пришло от папы в октябре 1942 года, что их направляют в район Сталинграда. И вот я только уже после смерти мамы получила извещение об отце, что он погиб в феврале 1943 года в Сталинграде, в Сталинградской битве. Вот почему мы оказались там. Ну, а за мамой приехали еще 2 сестры, и все они были учителями. Я, маленькая девчонка, смотрела, как они жили у нас была большая квартира, они работали в школе учителями, проверяли тетради. А я так увлекалась и помогала им. Меня, видно, до школы уже научили читать и писать. И что мне нравилось, когда мы ходили по улицам, на базар, допустим, все значит, опа, учительница, называли Ая, так ласково, мне это так нравилось. И вот я хотела быть тоже учительницей. А мама хотела, чтобы я была врачом. Я говорю: нет, я не буду врачом, я буду только учительницей. И вот так, окончив 7 классов, в Андижанское педучилище поступила, окончила его. И на 2 курсе я училась, у меня мама умерла от сердца, сердечной болезни. Ну и понятно, послевоенные годы, войну. Родители ваши из какого района они были? Мечетлинский район Башкирской. Из деревни какой они были? Ялга-Муслим, Новомуслимово. И муж у меня, мы все из того, как говорится, почтового ящика, да? И знаете, что, почему в Мечетлинском районе, в селе Новомуслимово, все грамотные, у всех красивый почерк? Их учил Давлетша Еникеев, выпускник Казанского университета.
Элиза Мөгафәр кызы Әхмәрова кеүек укытучылар Совет дәүре тудырган халык мөгаллимнәре. Улар һаман илдең иртәгәһе өчен кайгырта, һаман мәгърифәтче булып кала. Мы учителя Старой Гвардии, которые работали в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы. Коллеги, мы часто встречаемся. И наши разговоры о школе, о детях, об учителях. Мы гордимся теми детьми, которые вот, в современной жизни нашли себя, не растерялись. Но надеемся, что жизнь к лучшему пойдет. Надеемся.